Паводкоопасный период на территории республики обычно наступает во второй половине мая. Его пик приходится на конец мая, начало июня с выпадениями ливневых осадков и повышением температурного режима в горах. Для ликвидации возможных ЧС и проведения противопаводковых мероприятий в республике сформирована группировка сил и средств из 1500 человек и 388 единиц техники. Достижение уровня воды критических отметок ожидается при наложении ливневых осадков на таяние снега как сезонного, так и высокогорного периода до конца августа месяца. Исходя из наихудшего сценария развития событий, в зону потопления у нас попадает 4 населенных пункта. Значит, это город Карабулак, город Сунжа, сельское поселение Троицкое и населенный пункт Тамаряне. С общей численностью 5622 человека, из них 2630 детей, 7 участков автомобильных дорог и 6 автомобильных мостов. Также в результате ливневых дождей из-за отсутствия и загрязнения ливневой канализации возможны подтопления в городе Магаз, улица Кулиева, проспект Зязикова, улица Мальцагова, в городе Назрань, Победы, улица Цицкиева, Горчханова и Казбеги, в городе Карабулак, улица Рабочая, Нефтяная, Асканова, Промысловая, улица Заречная, в городе Сунжа, улица Советская, часть улиц Хашигульгова, улица Висаитова и улица Асканова. В Сунжском районе, на сельском поселении Троицком, улица Шоссейная, сельское поселение Нестеровское, улица Дьякова, Коммунистическая, Ленина, сельское поселение Галашки, улица Костоева, сельское поселение Мужичи, улица Асканова, улица Лесная, Кавказская, Центральная и Заводская. В Назрановском районе, сельское поселение Икажева, улица Картоева, Базоркина, сельское поселение Сурхахи, улица Солнечная и Восточная. В соответствии с планом основных мероприятий 28 февраля этого года на территории 3 муниципальных образований в городе Карабулак, город Сунжа и сельское поселение Троицкое проведена штабная тренировка с органами управлениями и силами функциональных подсистем и территориальных подсистем СЧС Республики Ушу по ликвидации чрезвычайной ситуации регионального характера, связанной с затоплением. Главными задачами данной тренировки являются организация взаимодействия, проведение примитивных противопаводковых мероприятиях на реке Сунжа и проверка готовности личного состава и средств связи оперативных групп в работе при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с паводками. В целом поставленные задачи выполнены, вместе с тем отмечая низкий уровень взаимодействия организаций, входящих в состав системы мониторинга и прогнозирования. Исходя из наихудшего сценария развития событий, в зону подтопления попадают города Карабулак и Сунжа, сельские поселения Троицкое и Тамаряне с общей численностью населения около 6000 человек, а также 7 участков автомобильных дорог и 6 автомобильных мостов. Для подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод на территории республики в 2019 году межведомственной комиссией проведено обследование русел рек, каналов и ливневой канализации. Руководитель региона сделал акцент на проведении предварительных работ во избежание более серьезных последствий. Я не зря вам говорю, один раз в месяц вы лично, один раз в неделю глава села должен обходить места. То есть пропишите у себя, товарищи Латырова, вместе с администрацией взять на контроль. Пропишите у себя план, вот образец плана мне представьте. План обхода своей территории главы района, главы города, главы муниципального образования целого. И там прописать. Потому что блок вот этих вопросов, что он должен проверять ливневки, колодцы, трансформаторы, если мы говорим. Ну, все проверять. Все там проверять. Не просто пошел там и вот ходит по этому бардаку и ничего не видит. Это же как раз та тема, когда должен он призывать людей, чтобы взять лопату, выйти там раз в месяц, хотя бы убрать там, расчистить, навести порядок. Ну что за бардак там, что это там? Нужно обязательно китайцев, что ли, прислать там, чтобы порядок навести. Вот это все снесет, сейчас большая вода пойдет, потом надо там в разы больше денег вложить. Только то, что ничего не делаете в этом плане. Запишите это протокол. Жесткое указание и сделать таким образом, чтобы обратный ответ был, что раз в неделю и раз в месяц эти мероприятия проведены. Особенно обращаю внимание, вот то, что в зону подтопления, вот этот
что необходимо сделать, там, например, в Магасе, проведение работы по очистке ливневой канализации. Что за вопрос такой? Из-за того, что они забейцы, есть угроза. Вам еще улицы называют, там, Магаз, например, Кулиева, Просветлятика, Мальцагова. Называем Победа, Сискива, Горшханова, Казбек. Еще надо следить, еще надо прийти там прямо носом, что ли, ткнуть. Что, вам уже называют улицы. А называть эту улицу не просто там, сидя в кабинете, а с учетом опыта, который проходил. Я же вам 1000 раз это говорил. Как только большой дождь пошел, вы выходите на улицу, не сидите дома или в кабинетах. Ваши подчиненные рисуют схему, где даже небольшая лужа образовалась. Что вы этого не видите? Вот ко мне обращаются, там, на Назране, там, улицу Шаймиева, там, постоянно затопляет. Я обращаю на это внимание, очень серьезно, главное. Во-первых, провести комиссионно, проверить это все. Понятно, да? Устранить вот эти недостатки. Это раз. Второе. Проверить министром МЧС лично, вместе с главой Суджевского района. У нас жалобы были жители Галашки и Мужичи. То есть сверху, когда подтаивание идет, дожди большие идут, вся эта вода сверху, конечно, идет куда? Вниз, в село. Но здесь надо проверить, продумать вопрос, как мы могли бы сделать, в том числе с помощью федерального центра. Как вот это там, как мы века же вот делали по улице Бекова, кажется, да? Вот как бы таким же образом проработать вопрос, как мы могли бы водоотведение вот это сделать. Куда бы там вот это водоотведение сделать, еще там на верхней стадии. Продумайте вместе с главой района, там, посмотрите, там, помочь надо людям посмотреть. И вот эти зоны подтопления, у нас исторически они были, там, Малгобеки, там, проверить, посмотреть, Сунджи, зоны подтопления, минимизировать вот эти все возможные там риски. О ходе подготовки к пожароопасному периоду и планировании мероприятий противопожарного назначения на совещании доложил министр природных ресурсов и экологии республики Магомед Бабхоев. По его словам, министерством в настоящее время определены объемы и места проведения противопожарных мероприятий. В рамках федеральных субвенций на охрану лесов от пожара в этом году выделено средств в сумме 6 миллионов рублей. Это такие работы, как создание лесных дорог для охраны лесов от пожаров, реконструкция дорог, расчистка и ряд других мероприятий. Данные мероприятия выполняются через механизм доведения государственного задания. Работа по ним уже начата. В целях обеспечения полного и своевременного информационного обмена сведениями о лесных пожарах наземного лесного фонда приказом Минприроды утвержден состав и график дежурства оперативных дежурных пунктов диспетчерского управления, утвержден регламент работы диспетчерской службы. И с 5 марта текущего года диспетчерская служба переведена на круглосуточный режим работы. В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2019 года лесопожарными центрами проведены подготовительные мероприятия, проведен плановый ремонт техники и оборудования, подготовлены пункты сосредоточения противопожарного инвентаря. Лица, участвующие в тушении лесных пожаров, обеспечены средствами индивидуальной защиты, обеспечен запас ГСМ и ряд других подготовительных мероприятий. С 16 по 18 апреля запланированы совместные республиканские учения по отработке взаимодействия структур при тушении лесных пожаров, в том числе по тактике тушения природных пожаров и проверки сил и средств. Хади Добриева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Новости 24.